Всем привет из солнечного Крыма. Феодосия Орджоникидзе. Прям на Коктебель. Маршрут дня в Лисью бухту, которая находится в курортном. Отсюда километров 30. Где-то 30, да. Я туда ездил в том году осенью. Вот сейчас лето. Лето 2023. Сегодня турбодень. Плюс 28. Воздух. Море плюс 20. Сегодня плавал в море на саб-доске. Купил себе доску фирмы Аквамарин. В Крыму есть компания, которая занимается досками. Выбираешь на сайте ихнем и оплатишь им полную сумму, и они тебе высылают с Питера. Ну вот я заказал, оплатил, и через 5 дней пришло с Питера. Что-то машин много. Куда они все едут? КамАЗ. Поворачивает КамАЗ. И мы тоже. Фу, вонючка. Пыли сколько. Вот. Доску купил Аквамарин. Модель 23-го года. Новая. Оранжевого цвета. Выдерживает вес до 180 килограмм. Можно на доске, то есть можно даже вдвоем, но один человек гребет, а второй должен сидеть на доске либо лежать. Длина 3 метра 66 сантиметров. Ширина 86 сантиметров. Ну такая именно длинная, капец. Длинная, широкая. И я еще потом в комплекте купил специально кресло. Оно крепится там. Там есть штуки такие. И оно там на саб-доске этой крепится. Вот. Так я сегодня первый день вышел и плавал первый день сидя. Пристегнул кресло, установил. Захожу в море, залез на доску, уселся в кресло и погреб. Ну, я плавал
где-то часика полтора. В одну сторону, в другую. Пробовал как разворачиваться, там то все. Вот. Ну, завтра хочу попробовать стоя. Купил еще костюм водный. Когда погода плохая, море там прохладное, то можно костюм одевать и погнал. Ну, в основном это где-то сентябрь, там с 15 сентября. Сейчас то уже жара, и оно, в принципе, будет вот весь июнь, июль, август жара. А вот там с середины сентября, вот конец сентября, плюс октябрь, и можно одевать костюм и тоже плавать, падать даже можно. Ну, костюм я купил не зимний, там сколько-то там 7 или 8, 10. Я купил 5. Такой именно среднего уплотнения, скажем так. Прям на Коктебель сейчас. А потом поедем дальше на курортное. Ну, час где-то ехать в одну сторону. Где-то часик. Начало лета, можно сказать так, хотя уже завтра 10-е. Ну, оно только сейчас как бы уже жара, уже 27-28 воздух. А то было 20, 22, 23 там. В горы. Но сегодня у нас дорога почти не горная. Там, когда в Лисью бухту уже именно ехать, там уже, да, горная местность.
У меня уже на спидометре проехал я 10 174 километра. Но я когда его покупал в Москве, на нем было уже 1500. То есть я проехал сколько там, 9 с чем-то, да? Это с октября и по июнь. Чуть больше, чем полгода. Подъезжаем к любовному повороту или к тещиному языку, кто как называет. Двадцатку идем, а на обычном картеле здесь скорость 10 максимум. О, сейчас даже он обгоним экскаватор. Что-то он медленно едет. Странно. Я и то еду быстрее. Что он? На ремонте? Пропустим, ладно. Сейчас тут уже поворотик. Давай, братан, газуй. Он где-то едет 15. Может, поломался. Может быть. Давай, братан, тяни, тяни. Дери. Дери, дери, мэри, дери. Тяжко что-то он, да, идет. Давай, давай, давай. Надо обгонять его. Сейчас там дальше чуток. Да, пора обгонять его. О! Спасибо. Спасибо, мы протопим сейчас.
мотоцикл повезли водный. Поднимаемся к повороту на Коктебель. Фух. Я вот думаю, по времени я успею в Лисью бухту, может просто в курортное проехаться, потому что в Лисью бухту там подъемы, спуски, подъемы по горной местности. Могу как бы не успеть, потом уже ехать буду по темноте, уже почти 6. Хотя если в 7 буду в Лисьей бухте, то нормально. Ладно, едем. Потом будет видно. Никого нету. Выскакиваем. Ой. Ой.
Красота, ляпота! Доехали до Коктебеля. Коктебель-Сити. Стройки. С левой стороны комплекс строят. С правой стороны еще не строят. Скоро будут строить.
Алушта. Прям до Алушты. А нет, до Алушты сильно далеко. До Судака еще как бы куда вот не шло, а до Алушты это вообще жесть. Ой. До Алушты это вообще пипец. Это километров сколько? 100? Или больше даже. Больше 100. Ну да, где-то 150 или сколько. Где-то 150-140, да. Потому что с Алушты в Ялту 40, а там 190. Где-то так. Судак 28 км. Не, на Судак, конечно, хорошо, но в одну сторону 28 и плюс потом 28 напряжно. Это надо брать 3 аккумулятора. Вот, 3 аккумулятора надо брать. И то. А, ну да, хватит на ЕМТБ. Получается, в одну сторону 30 и в другую где-то 30. Вот. 30 и 30, 60. Кстати, может даже и не надо будет брать. Потому что сейчас летом хватает на ЕМТБ 80 км. Где-то. Так что до Судака и назад хватит с головой. Но просто подъемы, когда на Судак едешь, прям там такие подъемы затяжные. Вот. Затяжные подъемы, и может как бы даже не хватить 2 аккумуляторов. Надо брать 3. Ну, с 3 хватит вообще капитально. То есть назад, туда там затяжные подъемы после курортного и после Щебетовки. Вот. И потом назад, когда едешь, тоже там подъемы есть. Вот. Так что интересно даже как. Но это выезжать надо просто рано. Я не знаю, даже утром выезжать, потому что на ЕМТБ в одну сторону это километров сколько, блин? Километров
Ой, ну в смысле на МТБ это ехать в одну сторону часа 2 минимум. Ну да, вот где-то 2 часа, даже брать с запасом 3. И вот 3 и 3 это 6 часов как бы. Плюс там пока покататься по набережной, там где-то еще. Вот, поэтому как бы да, так. Три часа в одну сторону и 3 в другую. Хотя нет, из Судака, когда я еду из Нового Света, ну то я на турбо ехал. А в том году я ж на МТБ ездил. Из Нового Света у меня уходило 2 часа максимум. Так что 2 часа, ну да, 2 и 2, 4, ну пускай 5 часов вот. Это надо выезжать в обед. Там в 12 часов где-то. Чтоб не спешить так именно. Проехали Коктебель уже, выехали уже из Коктебеля. Коктебеля. Приемно-курортная. А оно тут рядом, буквально километров 10-12. Где-то так. Зеленое все. Красота. Одна из лучших дорог ЮБК. Это нижняя дорога из Коктебеля в Судак. Такая она живописненькая. Ну еще, да, и потом же продолжение до Алушты. Но там именно жесткие перевалы такие, подъемы, спуски, повороты крутые. Тут как-то она более такая легче. Сколько мы там проехали? 16 км. Еще все деления, нифига себе. Мы уже должно сейчас переключиться. Тусидару. Сегодня я загорел на САП доске капитально. Руки черные. Капец. I took a
Ну а завтра буду пробовать стоя на саб-доске. Но стоя тяжело, там равновесие, все вот это. Но это надо раз-два, а потом ты привыкаешь и потом уже стоишь. Тут прям такие заросли, капец. Подъемчик идет. Надо переключаться. Да, сегодня жара вообще. Сегодня парит так конкретненько.
Что-то тут прорвало. Так, уже 6:30. Сейчас к 7 будем в курортном. Да, сегодня в Лисью бухту ехать не будем. Пока спустимся в Лисью бухту, пока поднимемся, это будет долго. Не успею по времени, так что едем просто в курортное. Посмотрим, что там делается. Может щебетовка, может мороженое навернем. Курортная 4 километра налево. Что там сзади? Никого нету.
Лисья бухта, кстати, по пути в курортная. Сейчас покажу, куда надо поворачивать. Остановочку сделали новую. Кемпинг с правой стороны. Стоянка, кемпинг. Ну, курортный это так чисто. Маленький поселочек, тихий-тихий. То есть здесь вообще ничего нету, кроме магазинчиков и рынка. И ну и как бы набережная есть, но она такая не совсем уж прям и супер-пупер, но тем не менее пройтись типа по набережной можно. Вот поворот на Лисью, а вот там вот такой вот. А поворот сюда на Лисью. Правее надо держаться и, короче, едешь там направо, правее, потом, в общем, все время правее, и потом там будет видно дорогу, как бы чуть-чуть в горы. И та дорога ведет в Лисью бухту. Я в том году здесь встретил дикого кабана. Бродил паскудных по этим виноградникам. Такой кабанчик именно килограмм где-то 100. Ходил, ел виноград или что. А вот, кстати, тоже есть дорога, вот поворот на Лисью. И вот туда он идет дорога, правее. Уходит в Лисью бухту. Зато он горой дальней. Поедем чуть попозже. Надо просто выехать раньше.
Красиво здесь. Кругом горы, виноградники. Красота! Красота, ляпота! А какая вон гора мощная, вот бы туда залезть. Курортная. Добро пожаловать. Курортная. Тут, конечно, дороги такие, блин, убитые все. Тропиночки есть вверх. А, нет. То были не тропиночки. Но все равно подняться пешком можно. Что-то там написано. Заповедная зона там. Все дела. Такая гора, да, мощненькая. Так, ля, тут знаков этих столько, капец. Тропа вот идет. Что-то там написано. А что там написано, непонятно. Сейчас посмотрим, что там в курортном. Ну тут как бы да, гостевых домов полно, как всяких коттеджей, гостевых домов, типа гостиниц, но само курортное место это, оно не прям уж такое, туда он, оно не прям такое уж и популярное среди молодежи. В основном сюда едут уже такие люди в возрасте. Молодежь больше предпочитает Феодосию, Коктебель, Судак, вот. А вот курортная так себе, не совсем уж. Продажа, обмен, сдаются комнаты. Ну да, тут жилья полно, а что, море есть, набережная есть, конечно, как бы сдают, собаки он
нам сюда, направо. Собаки бегают. Прокатимся сейчас по набережной до самого конца. Да, место такое здесь тихое, очень, как бы тихо-тихо. Тихое местечко. Вон куда-то подъемчики пошли. Туда наверх. Или что? Тут он паркуется машинами. Тут с правой стороны какой-то пансионатик. Еще машин столько стоит. Удивительно, машины у ворот не ставить. Приехали на море в курортное, район Коктебеля. Чё, сейчас посмотрим, что тут делается. Народ купается, он даже зонты стоят. Сейчас покажу вам. Опа. Ну тут чисто береговая линия вся в вот таких этих штуках. Народ загорает, купается. Вид на Карадаг. Красиво. Вид на Карадаг. Да, такое место. Тихо, спокойно, но сколько роз. И виды, конечно, здесь, да, шикарные на горы. Горы. А вон это заброшенное здание, он в самом конце. Строили и забросили. Зонты, да, поставили. Так, ну где тут мороженое есть нам? Есть здесь точка с мороженым или нету? Назад потом ехать, взять. Что-то не вижу точки с мороженым. А вон здесь есть. Вот здесь есть мороженое. Можно будет взять на обратном пути. Так, куда-то я заехал. Нет, выехать можно. Думаю, вот здесь сейчас выехать можно. Сейчас тут проедем, посмотрим. Шашлыки, машлыки. Спрошу, что не будет. А, тут так не заедешь или заедешь? Заедешь. Вот перчушка какая-то. Так, а тут куда можно? Сюда. Фруктики.
Тут можно и сюда проехать. Лавина закрыта. И тут он есть. Мороженое, кстати. Что тут на пляже? Никого. Машины только стоят. Ну, здесь более такой пляж широкий. А там в начале такой себе узенький. Вот. Ой, сейчас ближе подъедем. Уч, уч, уч. Вот здесь, да, пляж будет пошире. Отель он прям на берегу. Сейчас пойдем в конец, он туда. Посмотрим. Ржавое все стоит. Хоть бы покрасили уже как бы сезон, как ни крути. А у них тут все ржавое. Мошки, блин. Летают мошки. Девчонка на велосипеде. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Тут на берегу зонты тоже стоят. Какая-то кафешечка. Тут автокемпинг. Велосипед стоит. Здесь пляжи, да, чуть получше. Более такие шире. Но здесь ничего нету. Ни кафешек, ни ничего. Это надо идти. Либо, ну да, в ту сторону идти. Вот такой здесь берег. Ну, вид, да. Конечно, вид здесь бомбезный. Слева горы такие и справа. И справа горы, и слева, и справа.